Здравствуйте! Вас приветствует врач-инфекционист Виноградова Галина Леонидовна. И сегодня мы поговорим о том, как заподозрить, что у вас есть в семье ротавирусная инфекция и кто-то из членов семьи болен именно этим вирусом. То есть ротавирус, он похож, его проявления похожи на другие острые кишечные заболевания, а может быть и сочетанное течение и ротавируса, и других бактериальных инфекций. Но чаще всего, если виноват только ротавирус, то бак-посев на кишечную группу будет отрицательным. Это первое. Второе. Для того, чтобы подтвердить наличие ротавируса в организме, есть такие методы исследования, как иммуноферментный метод и метод полимеразной цепной реакции. Это выполняются в лабораториях, которые вам порекомендует врач. Но если вы находитесь далеко и нет возможности обратиться в лабораторию, есть специальные тесты по типу экспресс-диагностики, называется лаборатория в кармане, и вы тогда сами дома можете проверить, является ли этот вирус виновником вашей кишечной инфекции. Для того, чтобы этого не было, необходимо в обязательном порядке пить кипяченую воду. Это главное профилактическое мероприятие. Ни в коем случае стараться не пробовать пищу на стихийных рынках, на море. Если вы хотите что-то кушать и хотите чем-то покормить своего ребенка, в обязательном порядке мойте руки, прежде чем дать какой-то продукт в руки ребенка. И не считайте, что если он купался в море и вышел с руками влажными, руки его чистые. На самом деле нет, ни в коем случае к этому не нужно прибегать. Мойте руки, необходимо это делать в обязательном порядке. Каким же образом пройти лечение, что нужно сделать и какие основные моменты в терапии ротавирусной инфекции, я вам расскажу в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.